день памяти очень великого человека, наверное, нашего современника, который жил с нами рядом. Мы с ним постоянно виделись. И видясь с ним, находясь с ним рядом, мы до конца не понимали, значит, масштаб личности. И потом уже, когда человека не стало, вот это на похоронах, потом на время встречи, на сегодняшнем вечере, мы уже понимаем все и раскрываем, значит, всю масштаб этой личности, многогранности. Значит, он участник и войны, и столько принимал участие в Олимпиаде, много можно перечислять его заслуг. Он был практически выдающийся человек нашего времени, татарин, наш земляк, из Башкирии выходец. Значит, много сделал он для дома Асадуллаева, для нашего татарского центра. Я сегодня здесь представляю штаб татар Москвы. Мы занимаемся тоже, значит, то же, что и он. У нас одно направление – это как нам воспитать нашу молодежь. Анвар Хайдарович придавал этому огромное значение, и этому значение придаем мы. У него было направление военно-патриотическое воспитание, у нас, значит, такая параллель тоже я провожу, у нас тоже идейное воспитание, у нас такое, значит, в каждом татарине молодежи мы хотим пробудить татарский дух, чтобы они за счет этого татарского духа были как-то самосовершенствовались, достигали большего и в спорте, и в личностном, и на работе, где они работают. Для нас это очень важно. Как воспитать сегодня молодежь? Это только нужно ее воспитывать на каких-то конкретных примерах, на каком-то жизненном пути, указывая, сравнивая им, показывая все это, раскрывая все это. И вот это как раз из тех примеров, на чьем примере можем вполне мы как точка отсчета воспитывать нашу молодежь. Значит, нам, татарской нации, нам нужны герои, нам нужно на кого равняться, нам нужен вектор нашей политики воспитательной вырабатывать, нам нужно к чему-то стремиться, и это главное на сегодняшний день в нашей работе с молодежью. Сегодня в такой теплый осенний октябрьский день, вот столько было каких-то пасмурных, дождливых дней, но вот в этот день Анвар Хайдарович нас собрал в этом зале, где он выступал с этой сцены, и много других фотографий есть, которые свидетельствуют о том, что этот дом Асадуллаева, татарский культурный центр, всегда был для него родным. И, собственно говоря, очень символично, что сегодня мы встречаемся здесь родные, близкие. Меня часто спрашивают, каким был Анвар Хайдарович. Вы знаете, в семейной жизни это надежный тыл, я еще раз повторяюсь, опора, с которым было всегда не страшно. В фильме «Простая история» есть эпизод, где главная героиня этого фильма говорит: хороший ты человек, хороший ты мужик, Андрей Егорович, но не орел. А вот Анвар Хайдарович мой был орлом. Вся жизнь связана была со спортом, ну и, соответственно, со своим наставником Анвар Хайдаровичем Чанышевым, который мне во всем помогал. Он также эти должности когда-то проходил и был начальником ЦСКА, и зампредседателя спорткомитета. Так что только добрые слова. Но когда был на пенсии, я у него был на работе. Это работа с молодежью, с кадетскими корпусами. Ну, очень много он выпустил после себя учеников, которые пошли по его стопам. Мы каждый май каждого года, особенно последние года, с ребятами, с молодежью старались посещать его в гостях, у него бывали дома. Почему? Потому что нам всегда было приятно слышать его воспоминания, исторические моменты, связанные с Великой Отечественной войной. Особенно было интересно услышать из его уст подвиги, которые касались конкретно его, а их у него было немало. Поэтому для нас он был, скажем, большим примером. Безусловно, он патриот своей родины, своего народа. Он немало времени отводил, немало внимания отводил также проблемам татарского народа в Москве,
как известно, был постоянным участником, посетителем многих татарских мероприятий. Прежде всего я хочу сказать, что это был исключительно благородный человек, породистый. Он являлся потомком древнего рода, по сути, он являлся татарским князем, он был в нашем дворянском собрании, которое я возглавлял несколько лет. Хочу сказать, что это человек-легенда, это фронтовик, который с ранних лет ушел на войну, проявил себя, ничего не страшился. Затем он формировал славу нашей великой страны, потому что ЦСКА, наверное, это была лидирующая команда и в Советском Союзе, и, наверное, в мире. И мы много знаем героев спорта, которые принесли славу нашей стране. И в этом немалая заслуга Анвера Хайдаровича как воспитателя. И последние свои годы он действительно тоже отдал самому благородному делу, самому сложному, это воспитание детей, военно-патриотическому воспитанию, потому что в эпоху глобализма, в эту самую страшную эпоху происходит такое непоправимое явление, это разрыв поколений. Он пытался сохранить эту связь, наставить молодежь на путь истинный, правильно понимать ситуацию, воспитывал их быть людьми, а не роботами, какими-то придатками компьютера, именно человеколюбивыми, людьми, которые уважают старших, любят свою страну и продолжают род человеческий в должном направлении. Анвер Хайдарович был замечательным отцом. Только думаю, что у такого человека может быть такой замечательный сын. Я благодарен папе, что он для меня всегда являлся примером и образцом настоящего мужчины. Соответственно, я стараюсь быть похожим на своего отца. Прежде всего, я хочу, как требует человеческая жизнь, чтобы наше поколение было выше разумом, умом, мыслью, образованностью, здоровьем, выше нас. Потому что какое будет наше поколение, такая будет наша страна. Анвер Хайдарович был удивительный человек, был очень искренний человек. И мне всегда приходит одна фраза на ум. Он был ведь военным, и говорят, есть такая профессия родину защищать. И я хочу сказать, есть такая профессия сердце детям отдавать. И вот эти слова в полной мере подходят к Анверу Хайдаровичу. Мы очень много проводили мероприятий с ребятишками, и они с восторгом слушали о его жизни, о том, как нужно жить, как нужно любить свою родину. То есть именно военно-патриотическое воспитание Анвер Хайдарович преподавал, наверное, лучше всех. И воркуют они у любви на глазах, на московских бульварах и на площадях. Никогда не покину голубок с голубкой, голубок с голубкой, родные края. День памяти Анвера Хайдаровича Чанышева. Я очень волновалась, я сюда, потому что каждый раз какие-то, когда были встречи с Анвером Хайдаровичем, они были он всегда успокаивал, он своим внешним видом, своим взглядом, своими словами вселял уверенность, потому что мы артисты люди очень трусливые. Не знаю, я всегда волнуюсь перед каждым выступлением, и всегда он мог найти слова поддержки
это был мужчина с большой буквы, человек и мужчина, потому что настолько он был джентльмен, интеллигентный. И вместе с Торждой Ханом они настолько вот друг друга дополняли и находили такие хорошие слова, что ты выходил на сцену окрыленный. Вот сегодня, просто смотря на эти фотографии, на вот сегодняшний день, конечно, его очень не хватало, и вот это вот чувство волнения, оно очень на меня действовало. И когда я вышла и запела, и сразу вспомнила, вот как вместе они, Нуржида Ханом и Анвер Хайдарович, танцевали вот песню «Московский голуби», они очень любили ее. И сегодня я неспроста сказала, что Анвер Хайдарович учил нас скромности. Сам человек, вот мы все видели, какую он жизнь прожил, в каких должностях был, какие звания, как его любили, уважали, он всегда был очень скромным. На всех днях рождения, юбилеях я присутствовал, слышал все патетические хвалебные речи, достойные, естественно, его деятельности на военном поприще, на спортивном. Я никогда не забуду личные отношения Чанышева к подчиненным. Я многие годы был начальником физподготовки Закавказского военного округа, и меня перевели в спортивный комитет в 70-х годах. Через несколько месяцев я получил смотровой ордер на квартиру. Ну, сейчас приходится ждать квартиры по 10 лет, а тогда вот поехал я с этим ордером. Квартира мне понравилась, но была в далеком районе. Я не помню, не то Ватутинки, не то Теплый Стан. В то время это было, как говорят, не самые престижные районы. Ну, во всяком случае, квартира меня удовлетворила. Я приезжаю в спорткомитет, и встречает меня Анвер Хайдарович. Ну как, Валерий, как квартира? Я говорю, как квартира, ничего, да, очень далеко. А ордер у тебя с собой смотровой? Я говорю, да, ну дай мне, я разберусь. Оказывается, он был в очень хороших отношениях с председателем исполкома Дзержинского района, был тогда такой Комаров. Вечером он ко мне приходит и говорит, вот тебе новый смотровой в районе ВДНХ, выберешь подъезд, этаж, квартиру, придешь в приемную Комарова, сдашь, и тебе дадут ордер. Это о многом говорит, понимаете? Это человечность, не говоря о том, что вы, наверное, не знаете, что во время войны Чанышев командовал десантно-штурмовой ротой. Это самое страшное подразделение, на которое ложатся огромные нагрузки. Анвер Хайдарович форсировал Днепр. И в то время приказом тогда маршала Сталина все форсирующие Днепр были награждены званием Героя Советского Союза. Но, к сожалению, он не получил Геройскую звезду, а получил орден Боевого Красного Знамени, а потом и орден Красной Звезды, которые являются в армии самые почетные знаки различия. Анвер Хайдарович был замечательный человек. Я всю жизнь буду помнить его и всегда с глубоким уважением передавать мою любовь своим детям, внукам и так далее. Мы отмечаем Анвера Хайдаровича, но мы имеем в виду при этом всех участников Великой Отечественной войны. Их осталось уже мало в наших рядах. Мы должны очень бережно относиться к ним, ценить их, поднимать их историю, записывать их результаты тех боев, в которых они участвовали. И думаю, что все общественные организации, которые занимаются с ветеранами, они должны об этом помнить. И память не должна угасать, она должна развиваться, подниматься так, чтобы память о Великой Отечественной войне, правда о Великой Отечественной войне у нас постоянно была в устах наших детей, нашей молодежи. Ул жамағат ішінде шул автономияның ағзасы, президиумының ағзасы иде. Ул һәр вакыт жаны тәне белән халыкка бирелгән кеше буларак һәм үз сүзендә
тора торган, әйтәсе сүзен туры әйтә торган кеше иде. Без аның үзе һәм гаиләсе татар милли, Мәскәү татар милли мәдәни үзәкнең барлыкка килүенә һәм аның ныгуына өлеш кертүчеләрдән хисаплыйбыз. Һәм шулай итеп, ул безнең күңелебездә калачак һәм без мәңге аңар рәхмәтле булачакбыз. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые друзья. Действительно, вот то, что уже было сказано про Анвера Хайдаровича, я вот лично долгие годы работал в Казани в аппарате президента Усаймиева. Понятно, что фамилия Чанышева очень хорошо известна не только в Москве, не только, наверное, в клубе ЦСКА среди спортсменов, и среди наших соотечественников. Шаймиев, Бабай мы его звали, да? Не только в Татарстане, наверное. Вот Анвер Хайдарович для меня тоже тот самый Бабай, который в себе вобрал вот этот опыт и мудрость, который он, как было сказано, с 24 года прошел огромный путь.